4 раза, да? Да, у нас хороший показатель. В 2008 по 15. Да, это Можно показать. хороший показатель, действительно хороший. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Я очень горд, что наш земляк Эрнест Энаркиев стал чемпионом Европы. Игры его разума приносят победу. Эрнест Энаркиев стал чемпионом Европы по шахматам. Досрочно. Они говорят, а вот как у вас на Кавказе? Ведь вас там постоянно списывают и так далее. Я говорю, а назовите, пожалуйста, регионы. Подготовку к ЕГЭ обсудили на встрече Юнусбека Евкурова и Сергея Кравцова с педагогами Ингушетии. Мы изначально понимали, на что мы идем, что больная соматически тяжелая. Подарили жизнь. В Ингушетии проведена сложнейшая операция по удалению опухоли головного мозга. Но мы сейчас с вами пройдем дальше к следующему памятнику. Мемориал памяти и славы. Каким его видят туристы? История ингушского народа на фоне одного комплекса. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии. Руководитель региона информировал главу государства о социально-экономической ситуации в республике, общественно-политической обстановке в регионе и выполнении поручений президента, данные им в ходе рабочего визита в Ингушетию в сентябре прошлого года. Об этом сообщает сайт Кремля. Это уже третья встреча Юнусбека Евкурова с Владимиром Путиным. Президент заслушал доклад и отметил рост валового продукта в Ингушетии. В целом в регионе наблюдается стабильная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация. На протяжении нескольких лет отмечается снижение общего числа зарегистрированных преступлений. Эта же тенденция сохраняется в 2016 году. Несомненно, вся эта работа стала возможна благодаря профессиональной деятельности органов правопорядка и сплоченности общества. За прошлый год не было ни одной жертвы из числа сотрудников правоохранительных органов. В этом году, в единый день голосования, в Ингушетии, наряду с выборами депутатов Государственной Думы России, пройдут и выборы депутатов Народного собрания Ингушетии. По рейтингу эффективности управление республикой вошла в двадцатку регионов. В 2015 году Ингушетия уже на 11 месте, отметил Юнусбек Евкуров. Общественно-политическая обстановка в целом республики нормальная, хорошая, стабильная. И по итогам 2015 года, начала 2016 года, что здесь огромную работу и то, что проводила и проводит Федеральная служба безопасности, другие органы правопорядка. Ну, и важно отметить, что и общество совершенно по-другому уже относится к таким направлениям и помогает целом и власти, и органам правопорядка. Если брать социально-экономический блок, на что мы сегодня делаем больше упор, то мы по рейтингу эффективности управления республика вошла в двадцатку регионов в 2015 году на 11 месте. Это тоже хороший успех и хороший показатель. В целом, по всем показателям мы не в минусе. Валовый региональный продукт вырос на 9% и составил 57 миллиардов рублей. В этом году эксперты ожидают рост объема ВРП на 16% до 66 миллиардов рублей. Дотационность республиканского бюджета снизилась с 38,9% в 2014 году до 37,4% в текущем. Собственные доходы бюджета выросли на 14% и составили 3,8 миллиардов рублей. Экономисты прогнозируют рост доходов бюджета на более чем 5%. Индекс сельскохозяйственного производства вырос на 2%, положительно. Динамика сохраняется и в развитии промышленного комплекса. Рост на 0,3%. Безработица сократилась с 15% в 2014 году до 14% в 2015. Ввод жилья составил 262 тысячи квадратных метров. Ингушетия стала одним из первых регионов страны, которые досрочно завершили программу по ликвидации аварийного жилья. В новые квартиры переселилось более 3000 человек. Я бы, например, лично никогда бы не построила бы эту квартиру. А вот благодаря этой программе, благодаря руководителям, нашему президенту, нашему главе, нашим строителям, мы вот теперь будем жить вот в этой красивой квартире, прекрасной. В этом году ожидается ввод еще 230 тысяч квадратных метров жилья. Строить Ингушетия любит и умеет. Ингуши очень трудолюбивый народ. И, конечно, жить на такой благодатной земле, в аварийных домах, плохо пригодных для жилья, это неправильно. Именно поэтому республика
вместе с фондом ЖКХ мы здесь работаем рука об руку. Ну, работаете вы, а мы выделяем бюджетные средства и смотрим за тем, как строится жилье. Работает очень успешно. И я хочу сказать вам, что в этом году республика первая в Российской Федерации из субъектов России, у нас еще есть 3, но вот вас мы называем первыми, кто полностью выполнит программу переселения граждан из аварийного жилья. Также успешно завершена программа переселения граждан из оползневой зоны, в результате чего в Малгобекском районе появился целый микрорайон, 32 новых многоквартирных дома, 843 квартиры. Обзавелись новым жильем и вынужденные переселенцы из Чеченской Республики. Для них в сельском поселении Яндыре уже сданы 10 домов, куда переселились 581 семья. Хочу поздравить сегодня всех вас. Особенно отрадно, что мы сегодня это событие проводим в канун светлых майских праздников. Пусть в ваших квартирах всегда царит спокойствие, хорошее настроение, все беды и невзгоды обходят вас стороной. Пусть ваши стены новые станут для вас родными. Последовательная инвестиционная политика позволила за последние 5 лет в 2 раза увеличить объем внебюджетных инвестиций с 3 до 9 миллиардов рублей. Самые яркие примеры создания в рамках политики импортозамещения яблоневых садов интенсивного типа на более чем 300 гектарах. Сад-гигант Ингушетии расширяет свой ассортимент. В этом году в хозяйстве ожидается первый сбор черешни, абрикосов, персиков и слив. К тому же здесь появился свой питомник саженцев, а рядом строится логистический центр для хранения фруктов. Это мой первый визит в Россию и в Ингушетию в частности. Проект, который мы здесь закладываем, первый в республике. Работы здесь практически не прекращаются. И при возведении питомника есть только один короткий период зимой, когда работа не производится. В остальном, грубо говоря, будем работать без отдыха. Уехать я планирую только после реализации нашего проекта. Также на основе государственно-частного партнерства начал свою деятельность молочно-мясной комплекс на 800 коров общей мощностью 6000 тонн молока в год и позволил обеспечить рабочими местами более 70 человек. За счет внебюджетных средств построено 2 молокоперерабатывающих завода. Удалось реанимировать прудовое хозяйство по производству товарной рыбы. Таким образом, в скором времени в республике появятся специализированные магазины, сделано в Ингушетии, в которых будет представлена продукция местных производителей. Что касается промышленности, то в Карабулаке запущен завод по производству полимерных труб, который выпускает полиэтиленовые и полипропиленовые изделия. Количество созданных рабочих мест на предприятии 300 человек. В Альюрте завершается строительство швейной фабрики Ингушетия, выпускаемые изделия, школьная форма, спецодежда, трикотажная продукция. В швейном объединении смогут трудоустроиться более 600 человек, а в Малгобекском районе строится завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких светодиодов. По исполнению майских указов президента России Владимира Путина Ингушетия также в лидерах. Только в этом году были открыты новые и реконструированы старые школы, благодаря чему регион полностью ликвидировал трехсменку и на 10% уменьшил двухсменку. Численность обучающихся в первую смену увеличилась до 93%, а охват детей дошкольным образованием до 45%. Ингушский государственный университет обзавелся новым корпусом и научной библиотекой. Министерство по делам Северного Кавказа, Министерство экономики, Минобор, другие министерства здравоохранения, они довольно серьезно помогают. Только в этом году мы реконструируем новые школы, порядка 21 школы в республике более. Успех мы полностью ликвидируем в этом году трехсменку и на 10% уменьшаем двухсменку. То есть хороший показатель по школам. В сфере здравоохранения удалось увеличить обеспеченность больничными койками на 10 тысяч человек. Были открыты республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром на 300 коек, эндокринологический диспансер на 150 посещений в смену. По поручению президента России Владимира Путина в этом году будет сдан первый в республике перинатальный центр и онкодиспансер. Теперь и дороги уже не беда. Дорожные службы провели большую работу по реконструкции участка федеральной автотрассы М-29. За счет внебюджетных источников полностью выполнена работа по горной дороге. Качество дорожного полотна уже не раз опробовали профессиональные автогонщики. Не отстают и другие виды спорта, как для начинающих хоккеистов, так и настоящих мастеров в регионе. Открылся Ледовый дворец Эрзи. А в Магасе школа большого тенниса, в которой несколько десятков самых юных теннисистов уже расчехлили свои ракетки. В этом году для любителей спорта в Яндыре откроется первый в сельском поселении ФОК. Также в рамках поручения главы государства строится дворец спорта. Основной вопрос, с которым я сегодня к вам пришел, я согласовал со всеми руководителями, министерствами, это федеральная силовая программа. Мы ее завершаем в этом году. В рамках вашего поручения под программу социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа, туда вошли мы, но по строительству объектов экономического направления, чтобы мы могли зарабатывать. И опять же, в рамках ваших поручений мы подготовили проект федеральной целевой программы, или она будет как подпрограмма Минкавказа, социальное развитие Республики Ингушетия, чтобы все-таки отставание от других субъектов сократить. Здесь у нас объекты культуры, образования, здравоохранения и спорта, то есть только социальные объекты. Поэтому Минэкономики, Минкавказ, они все подтверждают, поддерживают. Я разговаривал с Дмитрием Николаевичем Казаком и с Александром Геннадьевичем Хлопониным, они поддерживают. Поэтому я письмо написал, просил. В этом году мы завершаем. Рост ВРП за эти годы в 3 раза, да? Да, у нас хороший показатель. С 2008 по 2015. Да, это мощный показатель. Хороший показатель, действительно хорошо. В республике увеличилось количество учреждений культурно-досугового типа на 24%. Для любителей творчества в Магасе открылся Центр культурного развития. Не отстает от равнинной части республики Горная Ингушетия. Сноуборд, горные лыжи, открытые плавательные бассейны, велотропы и бейсджампинг. Благодаря развитию курорта Арымхи количество туристов, посетивших Джейрахский район республики, увеличилось вдвое. Этот год обещает еще больше открытий и свершений. Илес Курскиев, Хусен Гагиев. Новости 24. Накануне во всех городах и регионах страны прошло предварительное народное голосование, организованное Всероссийской партией «Единая Россия». Жители Ингушетии с 8 утра и до 8 вечера имели возможность отдать свой голос за тех, кто в сентябре будет выдвинут от партии на выборы в Государственную Думу и Народное собрание республики. Все подробности у Марии Мистоевой. В это воскресенье с 8 утра небезразличные жители нашей страны выбирали кандидатов в кандидаты. В общей сложности по России в этот день проголосовать за своего пришло почти 10 миллионов человек. В 22:00 с момента закрытия счетных участков на них начался подсчет голосов. В регионах Северного Кавказа и Южного федерального округа зафиксирован самый высокий процент явки. Возможно, потому что в большинстве южных регионов в этот же день проходили выборы претендентов в депутаты региональных парламентов. Явка очень высокая, интерес очень высокий. Где-то идет дождь, где-то погода хорошая. Это не помешало ни в одном из регионов, ни дождь, ни хорошая погода, сбить прицел у людей. Они приходят и выбирают тех кандидатов, которых они хотели бы видеть в списках «Единой России» на выборах в Государственную Думу. В нашей республике в день предварительного голосования работало 27 счетных участков, которые за 12 регламентных часов посетили тысячи человек. Изначально организаторы голосования рассчитывали на явку 30 тысяч избирателей. Но уже в середине дня появились опасения, что бюллетеней на всех желающих помочь партии в выдвижении кандидатов может и не хватить. Но обошлось. На вечер 23 мая никаких жалоб, заявлений о нарушении процедуры предварительного голосования не поступали. Явка составила 13,99%, 14%. Явка очень высокая. Но все же явка избирателей оказалась на порядок выше самых смелых прогнозов. На счетные участки приходили люди разных возрастов и профессий. Толпы студентов, для которых это первое голосование в жизни. Каждый, кто опустил бюллетень в ящик, сделал это, надеясь, что его выбор верный. Мы хотим, чтобы эти проблемы у нас отошли в сторону. И чтобы мы жили в лучших состояниях. Подсчет результатов предварительного голосования за кандидатов в Государственную Думу от «Единой России» уже завершен. В Магасе даже прошло итоговое заседание регионального комитета по предварительному голосованию, утвердившее протокол региональной счетной комиссии, по данным которого больше всего голосов в это воскресенье получил известный ингушский предприниматель и меценат Алихан Харсиев, известный возведением башни Согласия и Аланских ворот. Второе место в списке получил предприниматель Юша Газгиреев, инвестор различных региональных проектов. Кстати, в списке выдвиженцев в Госдуму от «Единой России» по Ингушетии была всего одна женщина. Залине Ильяновой оказались по плечу все сложности предвыборной гонки, но в итоге она оказалась на 3-м месте. Мы готовы идти вперед. Мы готовы учиться новому. Мы готовы спасать жизни. А вот результаты голосования за выдвиженцев в Народное собрание республики будут известны позже. Впрочем, это только предварительное голосование по выдвижению кандидатов, а самое главное впереди, в сентябре. Так что не оставайтесь равнодушными к судьбе нашего региона и готовьтесь сделать правильный выбор. Мария Мистоева, Зарема Евлоева, Адам Далаков, Рахман Цуров, Новости 24.
Ингушский гроссмейстер Эрнест Инаркиев стал чемпионом Европы в Косово, одержав досрочную победу. Но набрал 9 очков в 11 турах, а в последнем сыграл в ничью с польским шахматистом. Всего в чемпионате боролись за титул более 260 участников. Подробности у Залины Могушковой. Еще в 7-м туре чемпионата Европы по шахматам ингушский гроссмейстер Эрнест Инаркиев уже лидировал в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. В том туре он белыми фигурами обыграл на 49-м ходу хорвата Ивана Шарича. Уже за 2 тура до финиша Эрнест Инаркиев закрепил свое лидерство, увеличив отрыв от преследователей. С самого этого чемпионата за успехами нашего гроссмейстера внимательно следил меценат Алихан Харсиев, создатель спортклуба Ади Ахмад, где сейчас воспитывается подрастающее поколение ингушских шахматистов. Огромной важности для республики, для нас, для Эрнеста, для нашего клуба огромное значение, даже переоценить невозможно. Это вообще такой прецедент создан. Наверное, на Северном Кавказе таких и не было, скорее всего, и нет. Это уже мировой уровень, он вошел в элиту мировую. А это шахматы, это очень сложный спорт. После победы в 9-м туре над Игорем Коваленко из Латвии Инаркиев имел на счету 8 очков. На 1 очко от него отставали Алексей Гуганов и поляк Радослав Войташек. Чемпионат Европы проходит по швейцарской системе в 11 туров. И в предпоследнем Инаркиев сыграл в ничью со своим соотечественником. Это новый уровень для него. За ними так немало побед, скажем так, межрегиональных, российских, но победа в чемпионате Европы, это, я думаю, выведет его на новый уровень. И будем надеяться, что это не последняя такая яркая его победа. Перед заключительным туром в активе Эрнеста 8,5 очка, а Войташек, Гуганов и латыш Игорь Коваленко набрали всего по 7,5. В режиме онлайн в клубе Ади Ахмад за нашего спортсмена болели шахматисты Ингушетии. Я знаю Эрнеста уже с 99-го года. Знаю его как развивающего, очень умного шахматиста, который побеждал в чемпионате России, завоевывал чемпионаты Европы среди молодежи. Теперь же хочу его поздравить с очень большим успехом. В Европе занять, чтобы первое место, это надо быть очень выдающимся шахматистом. Я очень горд, что наш земляк Эрнест Инаркиев стал чемпионом Европы. На участие в чемпионате Европы было заявлено более 260 шахматистов. За весь турнир ингушский гроссмейстер выиграл 7 партий и сыграл 4 в ничью. И в итоге уже в 11-м туре досрочно завоевывает победу на чемпионате Европы по шахматам среди мужчин. В последней партии он набирает 9 очков, сыграв с Каспером Перуном из Польши. Это событие с большой буквы. Не только Ингушетия, но даже на всем Северном Кавказе не было и нету такого шахматиста, который мог стать в данное время, наверное, и в будущем чемпионом Европы. И мы горды за нашего земляка, что он смог сыграть так хорошо и выиграть чемпионат Европы, чем мы его и поздравляем. Личный чемпионат Европы по шахматам проводится уже в 17-й раз. В разные годы чемпионами Европы становились россияне Павел Трегубов, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий. И вот в одном ряду с этими чемпионами Европы встал и наш земляк. Залина Могушкова, Новости 24. Введение жесткого запрета на использование мобильной связи во время сдачи ЕГЭ, система видеонаблюдения и снижение порогового балла дали реальный шанс выпускникам поступить в ведущие вузы страны, рассчитывая только на свои силы. Именно такого подхода и надо придерживаться. Об этом сегодня говорили на встрече Нузбека Евкурова и руководителя Рособорнадзора России Сергея Кравцова с педагогами Ингушетии. До первого экзамена, кстати, уже меньше недели. На готовности к проведению теста расскажет Ферида Миржоева. Если раньше о том, как сдают ЕГЭ на Северном Кавказе, рассказывали с юмором, то за последние 2 года подход к сдаче экзаменов СКФО изменил это мнение кардинально. С таких слов начал свое выступление руководитель Рособорнадзора России Сергей Кравцов. По его мнению, формула успешной сдачи ЕГЭ весьма проста – показать реальные знания, тем более, что поблажек в этом году никому не будет. В России нет вопросов, как проходит экзамен в Ингушетии. Ко мне приезжали иностранные специалисты, которые отвечают за качество образования в мире, проводят международные исследования, мы им показывали наши технологии, они говорят, а вот как у вас на Кавказе?
ведь вас там постоянно списывают и так далее. Я говорю, а назовите, пожалуйста, регион. Они думают, о, Ингушетия. Я говорю, давайте посмотрим. Смотрят онлайн-наблюдение и не верят. Порядок. На снижении за последние несколько лет результатов единого госэкзамена сказалось введение жесткого запрета на использование мобильной связи во время ЕГЭ и введение онлайн-наблюдения. Это сыграло положительную роль и в противодействии коррупции. У многих действительно обладающих знаниями выпускников появилась возможность поступить в ведущие вузы страны. Однако, чтобы не делать детей заложниками ситуации, был снижен пороговый балл, что позволило многим выпускникам поступить в СУЗы. Проблем никаких нет получить аттестат. Это сдать математику на базовом уровне и на 24 балла. Вы это все знаете. И школьник может пойти в учреждение среднего профессионального образования, получить рабочую специальность, потом при необходимости в ВУЗ без ЕГЭ. Зато он будет успешен в жизни. Главная задача этого года – удержать эту планку. За любое нарушение правил сдачи ЕГЭ последует соответствующее наказание. При правительстве республики, как и в прошлом году, будет создан ситуационный центр. Специальная комиссия будет следить за ходом экзамена. При этом особое внимание, по словам главы республики Юнусбека Евкурова, должно уделяться технической базе. Видеосвязь ни в коем случае не должна прерываться, как это произошло в прошлом году. Жених девушки решил помочь своей невесте. Так было? Я даже помню. Ну, конечно, хороший шаг. За это парня наказывать мы не стали, только за то, что он своей невесте решил помочь. Единственное, не знаю, женился он или нет. Эта история умалчивает. Но это вопрос к чему говорит? То, что вы дали возможность вот эту лазейку найти ему. А если умышленно, специально диверсию, я имею в виду в плане там, сорвать ЕГЭ будет делать, тогда что? Вот я предупреждаю, на каждом подстанции, на каждом пути по линии у вас должны быть, ну так устроено, ничего страшного в этом нет, чтобы никто не смог вмешаться в этот процесс. О готовности республики к проведению экзаменов отчиталась министр образования и науки Ингушетии. По ее словам, к экзаменационной волне ЕГЭ-2016 в нашей республике подготовлено 20 пунктов проведения экзаменов. В нескольких из них установили глушители мобильной связи. Также в регионе был разработан и успешно реализован проект «Я сдам ЕГЭ». Особое внимание было уделено подготовке организаторов. Помимо подготовки, проведенной Институтом повышения квалификации, представители Рособорнадзора перед экзаменами провели обучающие семинары для всех категорий лиц, задействованных в проведении государственной трудовой аттестации. В преддверии проведения ГИА основного периода Рособорнадзору была предложена помощь по подготовке лиц, задействованных в проведении ГИА в дистанционной форме на портале egbook.ru. Нами был рассмотрен вариант интеграции региональной подготовки лиц, задействованных в проведении ГИА с подготовкой Рособорнадзора на федеральном уровне в дистанционной форме. Что ни год, то новые правила. За изменениями в ЕГЭ буквально не успевали следить, но 2016 год станет исключением. В этом году единственное изменение – это отказ от части заданий с выбором ответов и текстовой части по 4 предметам: географии, обществознанию, истории и информатике. Первый экзаменационный день для выпускников этого года начнется 27 мая. Школьников ждет экзамен по 2 предметам: географии и русской литературе. А перед этим во всех школах еще раз будет проведена разъяснительная работы с учениками, родителями и педагогами. Ферида Миржоева, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Большие окна, высокие потолки и просторные комнаты. Всего 110 квартир будут готовы для комфортного проживания уже к началу июня. Новый 12-этажный дом Назрани по улице Московская – это инвестиционный объект. Уже скоро здесь закончат работы по благоустройству прилегающей территории. Организуют детскую площадку и парковку для автомобилей. Продолжит Румина Ахриева. Внешний вид и внутренний комфорт. По такому принципу построен в Назрани новый многоквартирный дом по улице Московской. На монолитный каркас этого здания ушло 4500 кубометров самого прочного бетона, и теперь оно сможет выдержать землетрясение силой в 9 баллов. А наружная отделка с утеплением придает ему особую красоту. Еще в доме установили 4 высокопрочных лифта с гарантией на четверть века. Такой лифт выдерживает 630 килограммов нагрузки и рассчитан на 8 человек. Словом, работа строителями проделана большая и на совесть. Своя генераторная станция, бесперебойно будет свет, пожаротушение, дымоудаление, гидрант пожарный, слаботочка полностью, интернет, телевидение, телефон. Все условия есть, да.
110 просторных 2- и 3-комнатных квартир от 60 до 90 квадратных метров соответственно расположены на 12 этажах. Просторную планировку комнат дополняют большие окна и 3-метровой высоты стены. Помимо жилых квартир, на первом этаже предусмотрены помещения под магазины и офисы. Каждый дом, который у нас строится, мы стараемся, вид был, чтобы они не одинаковые такие были, аналогично построены. Мы стараемся, чтобы был какой-то архитектурный вид, чтобы придать городу красивый вид. Естественно, мы обязываем инвесторов, кто строит, по какой программе они строили, чтобы это было привлечением новых технологий. Дома, естественно, мы стараемся, чтобы они были построены в современном виде. Прилегающую к дому территорию благоустроят, и очень скоро здесь появится игровая площадка и парковка для автомобилей. Но власти города не намерены на этом останавливаться. Администрация Назрани планирует привлекать еще больше инвестиций в строительную сферу. Общими усилиями они планируют очень скоро превратить Назрань в маленькую Европу. Ну а торжественная сдача первой 12-этажки состоится 4 июня, в День Республики. Румина Ахриева, Рахман Суров, Новости 24. Сложную операцию по удалению темновисочной опухоли головного мозга провели ингушские врачи. Онколог Ахмед Куштов и главный нейрохирург республики Умар Газгериев. В течение 2 часов медики боролись за жизнь Айшат Тутиевой. Сейчас пациентку перевели в обычную палату. Впереди у нее курс реабилитации. Но опухоль же отправили на исследование. Репортаж нашего корреспондента. Я себя чувствую хорошо и хочется жить, хотя старая. Сейчас все худшее позади. Айшат Тутиева еще не верит, что ее перевели в обычную палату и уже скоро выпишут домой. 7 лет она жила в страхе с огромной опухолью, которая с каждым днем становилась только больше. Она обращалась ко многим врачам, но боялась, что не вынесет операции. И дальше жила бы с этой мукой, если бы в один день ее не увезли на скорой. Она выросла большая у меня. Я в Ростове ездила, в Начик ездила. Они тоже предлагали удалить, а я боялась. Сложную операцию по удалению теменно-височной опухоли кожи головы провели врачи 2 поколений. Известный 75-летний главный онколог Ахмед Куштов и 30-летний главный нейрохирург республики Умар Газгериев. У операционного стола они провели более 2 часов. Состояние Айшат Тутиевой на тот момент врачи оценивали как тяжелое, но ждать было нельзя. Каждая секунда в тот момент была дороже золота. Диагноз не вызывал сомнений. Злокачественная опухоль кожи в височной области слева, кровотечение. Кровопотери в этом возрасте и в этом состоянии опасны. Поэтому мы решили вместе с нейрохирургом Евлоевым вместе решили, что надо оперировать срочно. У молодого и только начинающего свою врачебную карьеру Умара Газгериева на счету уже десятки операций по удалению опухолей. Но в этот раз размеры опухолевой ткани его всерьез удивили. Говорит, они могли просто остановить кровотечение и отправить больную на лечение. Но увидев состояние Айшат Тутиевой, решили немедленно ее оперировать. Мы изначально понимали, на что мы идем, что больная соматически тяжелая, то есть она... Помимо своей опухоли, основного заболевания, у него был очень сложный соматический статус, там по сердцу и все остальное. Мы сделали, прооперировали, остановили кровотечение и пошли на опухоль. Вот она выглядит вот такая. Вот она большая. Вот поверхностная височная артерия, вот она идет, и отсюда она кровила. То есть была пульсирующая кровь. Пока Айшат Тутиева находится под присмотром врачей, впереди у нее долгие месяцы реабилитации и знакомства с новой жизнью. Но уже сейчас врачи говорят, что она идет на поправку. Состояние раны и общее состояние больной удовлетворительное. И поэтому здесь можно вопрос ставить так. Об амбулаторном условиях домашних. Дело в том, что здесь в таких случаях возрастные особенности и общий такой статус, более желательно покой. Вырезанная хирургами опухоль отправлена в лабораторию для исследования, но и без анализов понятно, что талант и золотые руки врачей в буквальном смысле подарили Айшат Тутиевой вторую жизнь. А сами медики не устают повторять, чем раньше будет выявлена онкология, тем больше шансов успешно ее вылечить. Рина Цычоева, Рахман Суров, Новости 24. Начался традиционный конкурс «Учитель года Ингушетии-2016». Это ежегодное мероприятие дарит нам возможность встретиться с самыми смелыми, любящими свое дело и одержимыми работой педагогами. Первый тур стартовал в актовом зале Республиканского политехнического колледжа. Репортаж Марины Котиевой.
«Я учитель» – так называется инновационная презентация первого этапа конкурса, в которой вложены достижения и ежедневный тяжелый труд тех, кто вносит в нашу жизнь знания. Елена Дарсигова посвятила себя учительскому делу давно. Вот уже 5 лет она обучает детишек говорить на английском языке. Правда, в Ингушетии она преподает всего 8 месяцев. Окончив филологический факультет ИНГУ, она твердо для себя решила обучать наших детей иностранному слову. И, судя по ее выступлению, это дается ей вполне успешно. Я подготовила самопрезентацию, в которой буду рассказывать о себе, о своей рабочей трудовой деятельности, буду делиться тем опытом, который я приобрела за пределами Республики Ингушетия, и хочу внедрить его в связи с внедрением федерального государственного общеобразовательного стандарта. Участница под номером 3 Рима Богатырева схожа с предыдущим героем лишь по срокам педагогического стажа. Девушка тоже 5 лет преподает, но только в политехническом колледже Назрани, русский язык и культуру речи. За ее плечами 2 высших образования, а свое свободное время Рима полностью посвящает китайскому языку. Как признается девушка, об этом конкурсе она узнала всего за день до его начала, но решила не упускать возможность, ведь у нее уже есть опыт. Правда, в прошлом году она не заняла в этом конкурсе никакого места, но в этом решила биться до победного конца. Себя я уже показывала в прошлом году. В этом году мне хочется кое-какие моменты уточнить и просто выступить с юмором. Во-первых, они учат выступать перед публикой. Это очень важно. Раньше я очень боялась камеры, я очень боялась публики. После этого конкурса я научилась публику не бояться. Во-вторых, такие конкурсы помогают раскрывать таланты преподавателей. А талантов у нас множество. Регламент выступления строго 20 минут. Каждая деталь на виду у строжайшего жюри. Это общественные деятели в сфере культуры и образования, депутаты, победители и лауреаты прошлых этапов конкурса «Учитель года», учителя-предметники и представители общественных организаций. Они поделены на большое и номинационное жюри. У каждого своя задача. Номинационное жюри судит сугубо урок, все, что связано с учителем профи. Вот. А вот первый этап, где мы выявляем этого учителя, способного быть лидером, быть оратором, быть публичным человеком, вот здесь вот оценивает большое жюри. 7 учителей из различных школ республики. Здесь и Назрань, и Карабулак, Зязиков, Юрт и Магаз, Верхние Очилки и Яндери. Отбор конкурсанток был жестким. В список участников на республиканский этап они попали по итогам районных и городских конкурсов. И сегодня демонстрируют интеллектуальный и культурный уровень, эрудицию, педагогический артистизм, культуру речи. В общем, все те качества, которыми должен обладать идеальный учитель. В этом году совершенно, я думаю, что так правильно будет сказать, молодой подбор педагогов. То есть их педагогический стаж – это от 5 до 10 лет. Молодые педагоги решили, так сказать, показать, и я считаю, что это очень хорошо иметь такой задор и стремиться к самосовершенствованию. Итак, первый этап первого тура успешно завершен. Все участницы выступили со своими презентациями. Теперь их ждет так называемый конкурсный урок. А всего девушкам предстоит пройти 7 этапов, где они будут представлять опыт своей работы, образовательные проекты, проведут мастер-классы и педагогические советы. И уже в конце месяца будет назван тот участник, кто осенью будет представлять нашу республику на всероссийском конкурсе «Учитель года России-2016». Марина Катиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Аэропорт Магаз приобрел 2 аэродромных пожарных автомобиля благодаря финансовой поддержке нефтекомпании «Роснефть». Помощь оказана в рамках соглашений между руководством Ингушетии за счет благотворительной программы. Эти машины более автоматизированы, цистерны из нержавеющей стали рассчитаны на 8 тонн огнетушительных средств. Спасательная группа сейчас изучает свою новую технику. Залина Магушкова продолжит тему. На новых пожарных машинах аэропорта большими буквами написано имя Сулымбека Асканова, а рядом нанесена ингушская символика. Личный состав спасательной службы осматривает пока еще белоснежные пожарные рукава, внимательно изучая принадлежности новой пожарной техники. Для простого обывателя машины как машины, а для пожарных это настоящие спорткары. Они более автоматизированы, чем старая техника, которой здесь пользовались раньше, поэтому пожарным потребуется какое-то время, чтобы приноровиться ко всем ее деталям. И даже как поют их новые ласточки, им тоже важно.
По стандартам противопожарной безопасности каждый гражданский аэропорт обязан иметь специальные аэродромные автомобили на случай аварийной посадки самолета. В отличие от обычной пожарной техники, они могут покрыть взлетно-посадочную полосу слоем воздушно-механической пены, которая погасит огонь, вызванный трением хвоста самолета или частично убранных шасси о поверхность. Аэропорту МАГАЗ по ОТБЗ присвоена 6-я категория. По 6-й категории, по нормативному документу норма годности эксплуатации аэродромов, необходимо иметь 3 пожарные машины и 15 200 литров огнетушащего состава. Поэтому у нас и раньше были 3 пожарные машины, но 2 из них, 2 КАМАЗа, были 95-го года, а часть 85-го года. Они давно в техническом состоянии пришли в негодность. А вот и те самые старые машины, на которых раньше работали пожарные спасатели. Эти аэродромные ветераны своего дела в прямом смысле прошли через огонь и воду. Сильно побиты, где-то даже проржавели и в техническом отношении намного уступают новым. Если новые цистерны из нержавеющей стали вмещают 8 тонн огнетушительных веществ, то в старых железных корпусах помещалось всего 4. И эти машины более автоматизированы. Если когда на пожар мы идем, мы вручную кран открывали, вручную, а здесь наоборот на кнопках все. Такой ключ, вода подается, забор воды, и забор воды лучше. Помимо этого, эффективная дальность струи нового водомета составляет около 70 метров. Намного больше стал и объем отсеков для пожарно-технического вооружения. Вот один из этих оборудований, это тепловода. Вот он здесь лежит. Его, когда пожар идет, да, он говорит, любой момент, можно зайти и полчаса с дыхательным аппаратом надеть, и это теплоотражающий костюм 200 называется. Он выдержит 200 градусов тепла. Вот с ним заходишь, и полчаса можно там оставаться. О старых машинах теперь напоминает разве что потертая пожарная униформа спасателей. Они теперь находятся в полной боевой готовности. И с одной стороны, новую технику хочется поскорее испытать, а с другой, они каждый раз молятся, чтобы самолет приземлился благополучно. И не только в этом аэропорту, но и на всех взлетно-посадочных полосах мира. Залина Магушкова, Магомед Дидигов, Новости 24. Республика Ингушетия привлекает все больше туристов. Только за несколько месяцев текущего года регион посетили около 10 тысяч человек. Гости из Москвы, северной столицы, ближнего и дальнего зарубежья. Цель путешествия у каждого своя. Кто-то наслышан о целебных источниках и грязевых ваннах. Другие намерены изучить архитектуру древних зодчих и взглянуть на заповедную зону Джейрахского района. Но помимо досуга путешественников, организаторы продумывают и меры безопасности. Подробно Румина Ахриева. Ингушские горы – лакомый кусочек для туристов. Тем более, что в последние годы для экстремалов и просто желающих подышать чистым горным воздухом здесь создаются максимально привлекательные условия. Но стоит потерять в горах осторожность и недалеко от беды. Но на случай любых непредвиденных ситуаций здесь постоянно находится дежурная бригада МЧС, на помощь которой теперь пришли беспилотники с камерами наблюдения. Группа из 2 человек, которые попеременно будут следить за мониторами, уже приступила к своим обязанностям в Таргимском ущелье. Такие аппараты позволяют нам проводить мониторинг в местах массового отдыха людей, позволяет оперативно и объективно оценить ситуацию. Они оснащены специальной аппаратурой для проведения аэрофото-видеосъемки как дневное, так и ночное время суток. Значит, наблюдение производится с 10 до 350 метров в радиусе до 2 километров, что позволяет оценить ситуацию на большой территории и помогает принятию правильного управленческого решения в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. В основном в Ингушетию приезжают туристы из соседних северокавказских республик. Лидирует в этом списке Ставрополь. А еще едут туристы из Москвы, Питера и даже Китая. В этом году республику уже успели посетить около 10 тысяч туристов. Только на майские праздники к нам приехало 3000 человек. Каждый едет со своей целью. Кто поправить здоровье, кто просто посмотреть на горы и чудо-башни, а кто за порцией адреналина. Привлекает наша природа, наш потенциал, ресурсы и возможности. Активно в этом работает наш действующий туристский информационный центр. Разработаны и действуют новые туристические маршруты. Вот отдельно 9-й маршрут, буквально его дня 3-4 назад уже его только официально открыли. И
спрос на этот маршрут тоже немалый. Это маршрут по городам Назрань и Магаз. К примеру, за прошлый год только Джейрасский район посетило более 300 тысяч человек. А в этом Комитет Ингушетии по туризму прогнозирует увеличение потока как российских, так и иностранных туристов еще на 10 тысяч. И за безопасностью этих людей и призваны следить беспилотные камеры. Румина Ахриева, Рахман Суров, Новости 24. Ну а что касается равнинного туризма в Ингушетии, то здесь популярны башни Согласия, Аланские ворота и, конечно, мемориал памяти и славы с его величавостью и богатой историей. Каждый день у этого комплекса останавливаются десятки человек, а узнав подробности того или иного сооружения, желают вернуться сюда еще раз. О впечатлениях расскажет Залина Могушкова. Ну а мы сейчас с вами пройдем дальше к следующему памятнику Уматкерею Барханову, последнему защитнику Брестской крепости. Идемте. Ингуш, защищавший Брестскую крепость, дикая конная дивизия времен Первой мировой войны, состоявшая из добровольцев с Кавказа, которые даже не подлежали призыву на военную службу. Многочисленные уроженцы из Ингушетии, павшие на фронтах Великой Отечественной. Здесь, на мемориале памяти и славы, отражена история маленького народа, тесно вплетенная в историю всей России и даже мира. Каждый экскурсовод рассказывает это своей туристической группе, будто снова и снова перелистывая страницы истории. 3 февраля ингуши провели под открытым небом. Зима, горели костры, плакали дети, плакали женщины. Всех женщин, стариков, детей погрузили вот в такие бортовые машины утром 24 февраля и повезли на железнодорожные станции, где погрузили вот в такие вагоны, которые не имели ни отопления, ни санузлов, ни вентиляции. Люди ехали стоя от 18 до 21 дня, потому что загружали в эти вагоны от 50 до 100 человек. Только старики и дети больные могли лежать на нарах. Эта часть экскурсии туристов буквально шокировала. Екатерина Гукаева, сама родом из Осетии, сейчас живет в Петербурге и вообще-то давно слышала об этой истории. Но оказавшись здесь, воочию увидев вагон-музей, где восстановлены условия, в которых ингуши морозной зимой совершили свой долгий путь в ссылку, она по-новому размышляет об исторической несправедливости. Эти памятники нужно, чтобы больше такого не было, чтобы сделать акцент на жизнь, на продолжение жизни, какой бы она ни была. То есть, всем желаю ингушскому народу, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы дальше развивались. Несмотря на свое деликатное положение, Марина Максимова решилась на это путешествие вместе с мужем и маленькой дочкой. Раньше она уже бывала в Кавказских горах, а этой весной принципиально решила, что хочет увидеть и равнинную часть Ингушетии и Чечни. Данный непосредственно мемориал просто вообще удивительный по красоте, то есть сочетание, на мой взгляд, и архитектурного решения, да, на фоне природы необыкновенно красивой. То есть мы все просто в восторге, вот, и взрослые, и дети. Вот. Ну и, конечно же, я считаю, что это очень важно, что есть такой мемориал. И вот даже ребенок интересуется, да, куда были, куда увезли людей. Да. Вот дедушка у нас из Казахстана, вот, она теперь понимает, да, что откуда, куда история. Каждый день, в особенности по выходным, у этого мемориала останавливаются десятки и сотни человек. Туристические группы из Минеральных вод, Кисловодска, Пятигорска культурно просвещаются, а заодно ломают надуманные стереотипы о Кавказе. Залина Могушкова, Магомед Дидиков, Новости 24. Таким было начало недели. Следите за новостями на канале Ингушетия. Спасибо за внимание и спокойной ночи.